Ассаламу алейкум, Махква. Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и зрители канала. Футбольный чемпионат не только продолжается, но и входит в свою активную фазу. В связи с этим футболом идет усиление везде. Не только в тех регионах, где проводятся матчи этого чемпионата, но и вообще по всем российским регионам. К сожалению, так или иначе, практически каждый день мы получаем сообщения, что где-то кого-то там задержали, там кто-то показался подозрительным. Слава богу, там буквально в ближайшее время их отпускают, как правило, как сегодня, например, в одном из городов. Но бывает так, что по каким-то причинам задерживают и на длительное время. Мы с вами знаем случай Абу Тахира Гримсултанова, который просидел там больше 20 дней. Там, братья Точиева из Ингушетии, которые 2 суток просидели, тоже по разным причинам. В основном не больше 3 часов, насколько мы можем судить по звонкам, которые мы получаем, не больше 3 часов задерживают, но все равно это неприятно. Вот буквально пару дней назад созванивались с одним из ведомств, которые задержали молодого человека. Честно говоря, в разговоре, когда мне описали ситуацию, как их задержали для проверки, как их там держали, в разговоре с сотрудником отдела я сказал, что люди уверяют, что вы задерживаете людей там по национальному признаку, кого-то отпускают, кого-то нет, то получается, что избирательно у вас проходит такая практика. В ответ на это мне сотрудники всячески уверили, что абсолютно нет, что им там что-то показалось подозрительно, там поведение, другое, третье, поэтому они задержали. Там все это понятно, конечно. Просто будьте осторожны. Как минимум, если вы не являетесь футбольными фанатами, как минимум старайтесь держаться на время проведения чемпионата по футболу. Старайтесь держаться хотя бы подальше от этих стадионов или мест, где эти футболисты живут, отдыхают. Лучше пока держаться подальше, потому что все равно структуры в этот момент, на них большая ответственность, да, действительно. Они нервозные в этот момент бывают. Это люди, которые работают в той же полиции, это такие же обычные люди, как и все. Среди них тоже есть и хорошие, и плохие. Есть те, которые, максимально идут навстречу в каких-то вопросах. Теоретически могут попадаться такие, которые, будучи какими-то там интересными Шерлоками, Холмсами, могут найти некие вещи у вас, о которых вы, возможно, и сами не знали. Все возможно. Будьте, пожалуйста, осторожнее. Чемпионат по футболу идет. Безопасность должна быть на очень высоком уровне. Люди, структуры в этом плане очень сильно задействованы в этом вопросе. Для них все люди одинаковые, они не знают, кто из себя что представляет. И, в принципе, оказавшись не в то время, не в том месте, можно навлечь на себя внимание, результат которого очень часто зависит от личности человека, который вас задержал. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожнее. Я это говорю, потому что практически каждый день мы получаем звонки, связываемся, смотрим, когда отпускают, в скором времени радуемся, когда не отпускают, тогда пытаемся принимать меры. Но какие меры мы можем принимать, потом мы никак не можем не влиять на эти структуры. Но тем не менее, просто будьте осторожны, пожалуйста. Все, я закончил. Посмотрю сообщение, там что-то было написано. Борзико, просто так ничего не бывает, нету никакого национального признака, просто ФСБ старается провести чемпионат достойно, без каких-либо провокаций, и гарант безопасности это на данный момент ФСБ. Так, это пишет Борзико.
свежие. Да, надо быть осторожнее. Ассаламу алейкум, вараматуллахи ва баракатуху, ва алейкум ассалам. Так, вот все. Вот такое дело. Все, я отключаюсь. Адиквел, до свидания.